школе. Сапраўды, у нашай школе. Але для многіх вучняў школа стала родным домам, другой хатай. 11 год таму гэта школа сардэчна прымала ў першы клас сённяшніх выпускнікоў. Але сёння мы прыйшлі правесці іх на вялікую дарогу жыцця. Закончылася іх школьная лесвічка класаў. І сёння, дарагі Васілёк, давай запросім усіх на свята развітання з дзяцінствам. Гімн Республіки Беларусь. Раўненне на сцяг. Так хотелось бы спозниться. На звонок давно не перший. Выпускник и выпускница. Вам сегодня песни, верши. На святы прыйшлі вучні школы, настаўнікі, бацькі, госці. Дазвольце ж прадставіць нашых гасцей. Максімова Ольга Вікторовна, першы сакратар Астравецкага раённага камітэта БРСМ. Чабатароў Евген Владимирович, ветеран педагогічнай працы. Геннадий Иосифович Бужимский, член районного совета ветеранов працы. Надзіна, загадчик Ольховского дзіцячага сада. Кожа тут відаць вас рады. У святочны дзень вясёлы. Слово з цёплаю парадай скажа вам дырэктар школы. Что ж, выпускники, закончился еще один год для нас чарговы, для вас апошні год у нашей школе. Но я спадзяюся, что мы убачимся не апошні раз, вы будете проходить на вечеры сустрэч. А зараз я хочу пожадать вам, каб ваши мары усе, про які вы марили у школе, які вучыліся, збыліся, каб усё у вас атрымалася, каб вы здали добра экзамены, централизованное тестирование, поступили туды, куды захотели. А далее жизнь уже будет катиться по накатанному шляху. Каб у вас все было добро. Жадаю счастья, счастья, счастья. Всего доброго. Уручим тыя документы, якія подтверждаюць, якія мы усе спрытныя, разумныя, як мы активно удзельнічалі у жыцці школы, як мы добра вучыліся. Итак, начнем. Ученица пакуль што 11 класса за добрую вучобу и активный удел у жыцці школы. Здоровой грамотой узнагароджуецца Ярмак Эдита, ученица 11 класса, за добрую учебу и активный удел у жыцці школы. Здоровой грамотой узнагароджуецца Волонцевич Диана, ученица 11 класса, за добрую учебу и активный удел у жыцці школы. Гоноровой грамотой узнагароджуецца Сальманович Вадим, учень 11 класса, за добрую учебу и активный удел у жыцці школы. Гоноровой грамотой узнагароджуецца Бабич Бажена, ученица 11 класса, за добрую учебу и активный удел у жыцці школы. Гоноровой грамотой узнагароджуецца Кусойц Ксения, ученица 11 класса, за выдатную учебу и активный удел у жыцці школы. Гоноровой грамотой узнагароджуецца Салко Арсений, учень 11 класса, за активный удел у жыцці школы. Гоноровой грамотой
грамотой узнагороджується Свешников Тимофей, учень 11 класса, за активний уділ у житті школи. Учень 9 класса за видатную учебу и активный удел у житті школи. Гоноровой грамотой узнагороджується Вараніща Павел, учень 9 класса, за добрую учебу и активный удел у житті школи. Гоноровой грамотой узнагороджується Рылько Иван, учень 9 класса, за добрую учебу и активный удел у житті школи. Гоноровой грамотой узнагороджується Великий Дмитрий, учень 9 класса, за добрую учебу и активный удел у житті школи. А кроме всего прочего, у нас есть солодкие призы для тых, ну, ввогуле для усіх, тому що усі ми удільничали і у посадці леса, і у інших роботах. Тому 11 клас, вище 11 клас, за вельми добрий уділ у нашому космічці. Коли ласка. 10 клас, хто-нибудь сюди, будь ласка. Девятый. Где вы идете? С 9 класса. Паша. Сёмый класс. Где вы идете? А, еще вы. И 6 класс, які не садили лес, вернее, пересадили. Но это такие работяги, это такие мой любимый класс. И они так помогали нам в ремонте крыльца. Это тяжко. 2 раза тачку сломали. Слово представляется Максимовой Ольге Викторовне. Добрый день, уважаемые выпускники, уважаемые родители, уважаемые педагоги школы. Я одновременно и поздравляю вас, и, конечно, немного грустно. Активные ребята, у вас уже начинается новый жизненный путь. Я желаю вам успеха. Поверьте, все новое сразу страшно, но потом очень-очень интересно. Я уверена, что на вашем жизненном пути будут попадаться только самые лучшие люди, которые будут оказывать вам всякую помощь, поддержку. Поэтому не переживайте, все будет хорошо. И запомните, самое главное в жизни профессия — это быть хорошим человеком. Поэтому этого я вам желаю, а в остальном вы реализуетесь, я в вас уверена. Почетные дипломы нашим участницам. Итак, дипломом второй степени награждается Байхаев Александр Сергеевич, учащийся 9 класса, победитель районного этапа областной олимпиады для учащихся второй ступени обучения, предмет история. Дипломом третьей степени награждается Ляхович Дмитрий Владимирович, учащийся 8 класса, победитель районной олимпиады для учащихся второй ступени обучения немецкий язык. Почему-то Диму перевели в 8 класс, 6 класса. Это район подписал у нас. Видите, в 8 классе тоже будет диплом. Дима, не уходим. Дипломом второй степени награждается учащийся тут уже 6 класса, занявший диплом тоже второй степени, занявший по предмету география. Поэтому тут 6, там за 8 выступил. Молодец. Дипломом первой степени награждается Климашевский Сяулюс Юрьевич, учащийся 6 класса, победитель районной олимпиады для учащихся второй ступени по предмету биология. Не уходим, еще тоже Сяулюс, постойте немножко. И дипломом третьей степени награждается Климашевский Саулюс, учащийся 6 класса, победитель районной научно-практической конференции учащихся «Путь
к успеху в секции биология. Поздравляем! Віншую наших випускників з допуском до екзаменів і усіх учнів з такими цудовними узнагородами. І я не супер їх отримати, бо в співах і танцях завсёды мав 10. Які ти співак і танцор, ми усі добре ведаємо. А пакуль што песню на свята вирішили подарувати випускники 9 класу. Все больше нас в 9 классе стали, и уроки все для нас четко расписали. Не ложимся больше спать, силы нет раздеться, вот экзамены признать, отдохнуть от детства. То ли еще будет, то ли еще будет, то ли еще будет, ой-ой-ой. А у нас неслась беда, изложение снова. Папа с мамой мои года не знали же такого, тематику решать, с историей сражаться. Вот скорей бы убежать, даже поваляться. То ли еще будет, то ли еще будет, то ли еще будет, ой-ой-ой. Хай охоту, як люди кажуть, праці чесні. Ганіться преч завжди ляноту. Хто не працює, той не єсть. Мы в родной школе обещаем сумленно все испыты сдать. Как каждому из нас душа стала счастливой и удачливой. Сёння ад прыстані дзяцінства у далёкае плаванне па бурным моры жыцця адплывае карабель пад назвай юнацтва. 8 вучняў ідуць у шлях, цяжкі і доўгі. Многаму прыйдзецца вучыцца зноў і зноў, але памятайце заўсёды, што дзесьці на зямлі ёсць ціхая прыстань, вёска Ольхоўка, дзе вам будуць заўсёды рады, дзе вы знойдзеце падтрымку і добрую параду. Пачакай, Василінка, неяк сумна ты кажаш. У дорогу, дык у дорогу. Я заўсёды ў дарозе з людзьмі. А вось па нашаму звычаю перад дарогай трэба прысесці і успомніць усё добрае, што было. Давай і мы вернемся на некалькі год назад. Здаецца, гэта было ўчора. 1 верасня 2014 года нясмела, няўпэўнена прыйшлі ў першы клас нашы сённяшнія выпускнікі. І здавалася тады, што ўсё наперадзе, і ўрокі, і званкі. Усё гэта было ўпершыню. А побач была першая настаўніца, такая ласкавая, пяшчотная і разумная. А сёння, напэўна, ёй і цяжка ўжо і пазнаць тых першакласнікаў. Слова мае першая настаўніца Крэчка Таццяна Анатольевна. Дорогие, любимые, уже повзрослевшие мои ребята, сегодня для вас прозвенит последний школьный звонок. Кажется, только вчера я встречала вас у порога школы. Ровно 11 лет назад вы пришли сюда, маленькими, смешными, капризными, любопытными, на свою первую школьную линейку. Мы отправились с вами в длинную дорогу под названием «Школьная жизнь». Я помню ваши первые успехи, первые прочитанные слова по слогам,
самостоятельно решенные примеры, задачи, таблица умножения и многое-многое другое. Конечно, были и первые неудачи. Первые ссоры, обиды, слезы, разочарования. Но мы вместе с вами учились справляться с этими трудностями. Вы для меня стали не просто учениками, а частью моей души. Горжусь каждым из вас и надеюсь и верю в то, что впереди вас ждут только будущее свершение всех свершений. Пусть ваши сердца будут открыты для доброты, а сердце и ум для новых познаний. Спасибо за то, что позволили быть мне частью вашей жизни. Дорогие родители, сегодня в ваших глазах невероятная гамма эмоций. В них можно прочитать страх, слезы, гордость, радость, умиление. Оставайтесь для своих ребят надежным тылом и опорой, которой вы являетесь сейчас. Находите время, силу и терпение на то, чтобы указать им дальнейший верный путь. Удачи, здоровья и успеха. Добрый путь. Честное слово, я и прослезился. Так выступление за сцену крануло. Ты не один на хвилину забыўся. Бачыш, і я слезінку змахнула. Хутка ішлі гады, скончылася вучоба ў пачатковых класах. А што наперадзе? Новыя адкрыцці, новыя знаёмствы. Удачы і няўдачы, параграфы, задачы, сярэднія вякі, аноды і катоды, суровыя паходы, і бітвы, і спражэнні. А ўсе гэтыя гады з 5 па 11 класы побач была класны кіраўнік нашых выпускнікоў, Клімашэўскіс Алена Валерыўна. Слово дадзім настаўніцы класнай. Дорогие выпускники, буквально вчера я услышала фразу «Последний урок». Понимаете, последний урок. И вот действительно, кажется, совсем недавно я провела ночь в раздумьях, о которой я вспоминаю уже не первый раз, брать вас или нет. Но поверьте, я ни разу не пожалела. Ну а сейчас я просто предлагаю вам вспомнить начало, посмотреть друг на друга и вспомнить только самое хорошее, что было у вас. Потому что трудные какие-то моменты, трудности в школьной жизни и вообще, и еще именно школьной жизни должны забываться очень быстро. Если у вас были какие-то неприятные воспоминания, то их уже быть не должно. Поэтому я очень в вас верю и знаю, что у вас все получится. И как мне всегда хотелось сказать, как уже вот Ольга Викторовна сказала, что вы очень активные везде, во многих делах первые, и дальше я желаю вам тоже быть первыми. И помните, что здесь у вас остается надежный тыл, и школа, и ваши родители. Поэтому не забывайте школу, не забывайте учителей, всегда возвращайтесь, и здесь всегда вас ждут. Но сейчас я просто горжусь тем, что вы мой первый, единственный на сегодняшний день выпуск. Вот, и в добрый путь. Зараз слово предоставляется Бужимскому Геннадию Иосифовичу. В унисон ведущий вспомнила 9 класс, когда было начало открытия учебного сезона. Я вас поздравлял. И сейчас вы, выпускники, позвольте вас напутствовать с этим знаменательным днем. Ценю ваше время, поэтому прошу 1 минуту внимания. Я зачитаю. Дорогие выпускники,
В судьбе каждого человека происходит знаменательное событие, которое изменяет многое, заставляет сосредоточиться на определении своего места в обществе, цели и смысл жизни. Завершение учебного года – событие радостное и немного грустное для ребят 11 класса. Сегодня, шагнув за порог родной школы, в такой период вступаете вы. Главное, чтобы вы на этой дороге жизни, каждый оставался человеком, с достоинством, исполняя главное предназначение быть созидателем, творцом прекрасного, быть патриотом Родины нашей прекрасной Беларуси. Знайте, что лишь трезвый ум и упрямая воля управляют судьбой каждого из вас. От имени ветеранов желаю вам успехов во всех благородных делах. Желаю пройти свой путь с радостью за свой труд, чтобы вами гордились родители и учителя. Ну и чтобы на этом пути вам сопутствовала удача. Куда же без нее, родимый? Успехов вам, ребята, в добрый путь. Якія сёння дзеці вырастаюць, народжаныя ў шчасці, дабрыні. Яны растуць, як на дрожжах, зерні, падлеткамі аблокаў дасягаюць. Ідзе пры мне гэтакі атлет, Вадзім, Тимофей, Арсеній таксама, спартыўны выгляд і пастава. Насустрач Ксенія, Аліна, Эдіта, Бажэна, Діяна. Дзяўчаты заглядзенне, прыражу не беларусачкі, для паэтаў натхненне. Ад нараджэння да гэтай пары разам з вамі і ў радасці, і ў няўдачах былі вашы таты і мамы, самыя дарагія вашаму сэрцу людзі. Калі жывуць яшчэ бацькі, заўсёды знойдзеш ты прытулак. Яны твой тыл і паратунак. Калі жывуць яшчэ бацькі, да іх заўсёды ты дзіця, яны суцешаць і ўратуюць, і на ўсёго твайго жыцця, свайго жыцця не пашкадуюць. І там, за далечу гадоў, дзе мне быць з табою разам, святая іхняя любоў, асветіць шлях твой цяжкім часам. Слово предоставляется батькам наших выпускников. Дорогие наши выпускники, сегодня для вас прозвучит последний звонок. Вы прошли долгий путь, и сегодняшний день как символ завершения одного из этапов вашей жизни под названием детство. Теперь перед вами открываются новые горизонты, полные возможностей, перспектив, но также и трудностей. Помните, что мы всегда рядом с вами, поддерживаем и верим в вас. Не бойтесь идти вперед и стремиться к своей мечте. Мы любим вас, гордимся вами. И желаю, чтобы удача вас не покидала всегда, никогда. Что всегда нас сопутствует на первом испытании экзамены, потом, чтобы вы поступили туда, куда вы мечтаете, и все у вас в жизни складывалось. В добрый путь, наши любимые детки. Вас любим, гордимся вами. Кожен з нас для випускного класу має слово добре сказати. Слово предоставляється учням першого класу. У светлый шлях у гэты час выправляем 11 класс и даем на развитание першоклассный наш наказы. За окном весна возглавит и каникулы у нас. Не идите, не спокушу, бо экзамены у вас. Сегодня вы закончили учебу, вам экзамены прийшла сдавать пора. Дайте на выдатно чи на добре, вам от нас ни пуха, ни пера.
Обяцаем честно, аккуратно, кожный день у школе родной быть, як и вы вучиться на выдатно, и наставников не крымтить, а любить. А если собой возьмите дружбу, моцную свою, помни, сябру допоможе и в учебе, и в бою. Сегодня мы вас выправляем со школьного двора, целым классом вам задаем. Ни пуха, ни пера. Уважаемые выпускники, сегодня для вас прозвенить праз пару хвилин апошні звонок. І гэты звонок будзе у вас у памяці заўсёды, як вы будете успоминать свою родную школу. Ну, а каб вы яго не забыліся, мы вам сёння хочам яго падарыць. І прыміце ад нас невялічкія подарунки. Хочу поблагодарить работников школы, тех работников и работников столовой, что они на протяжении всех этих лет создавали нашим детям уют в школе, вкусно кормили, чтобы они имели силы учиться и переходить с класса в класс. Дарим им сладкий подарок, чтобы их порадовать. А также хотим поблагодарить отдельно и педагогический состав нашей школы, который с удовольствием и с трудностями вкладывал знания нашим ученикам, нашим деткам, которые на протяжении этих 11 лет выросли и достигли таких вот хороших знаний. А также хочется, чтобы после наших учеников в школе осталась какая-то память, и поэтому дарим небольшие подарки, чтобы след наших учеников остался в нашей школе на долгие годы. Спасибо всем. Вітаюсь учні 10 класу. Падараваць невялікія падарункі. Гэта карты Астравецкага района для того, каб вы заўсёды памяталі, што тут вас чакаюць і што сюды можна заўсёды прыехаць. І від можна технологія столькі думок. Успомніцца ўпершыню і першы клас, і першае каханне, і двойка першая для кожнага прысуд, якому не знойдзеш пакаранне. На дзіва, усе настаўнікі, бацькі убачацца ў мілейшым самым свеце. Захочацца вярнуць усе званкі на гэтай самай дарагой планеце. Милые, сердечные, строгие и мудрые, терпеливые наши наставники. Сегодня мы развитываемся со школой, але только не с вами. Ваши веды, якими вы так широ делились с нами, ваша підтримка, яка еще так буде потрібна нам на екзаменах, ваше розуміння наших дитячих проблем, ваше терпіння, ваша безкорисна праця роўная подвигу, ваше життя, якому ніколи нема спокою, створали нам щасливіші школьні годи і ще довго-довго будуть тримати нас на поверхні життя. Урок, удовое пред тобой неоплатным, что ты и мой открыл колисти словом зрок, дал зразуметь у час, на что я здатный. Дорогие наши мамы и таты, самые близкие и родные нам люди, это ваш твар осветлял нам все життя, от самой калыски до сегодняшнего дня. Дякую, что допомогли нам не свести з этой школьной життєвої дороги и помогли нам добраться до этого пункта.
Можна жити пристойно і багато. У любой, напевно, стороні. Ды няма радней бацькоўскай хаты, за яе няма нідзе радней. Но сяброў сваіх не наракаюць, калі ёсць сябры і на паказ. Ды нідзе на свеце не чакаюць, так, як тут з дарог чакаюць нас. Дорогие наши маленькие сябры, сегодня мы развитываемся со школой, але тут застаетеся вы будете протягивать наши традиции. Нехай в нашей школе живе счастье познания, атмосфера творчести и любови. А мы обещаем, что пронесем праз усё жыццё непаўторнасць урока, дух сяброўства и верность родной школе. 11 год гучаць звонками, незаўважнымі, здавалася б, нікім. З той пары, як прывялі нас мамы, а сягоння мы выпускнікі. Школа нас вяла дарогай ведаў, сталі мы дарослымі не ўраз. І заўсёды з намі, ці то следам, школьны наш настаўнік з класа ў клас. Ой, як хутка ідзе час. Пора й нам, Василінка, збиратися у дорогу. Сподіваюся, що нас чекають у інших школах. Василек, а звонок? Нехай звенит звонок, нехай будуть приємні школьні вспомини, нехай гучить музика у ваших серцях усё життя. Дать апошні звонок представляється вучню 11 класу Совко Арсенію і учениці 1 класу Літвінка Мілані.